Сен Седуслаар. Всем здравствуйте! Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу, и здесь мы изучаем татарский язык. Друзья, вы знаете, что сейчас Иран подвергается бомбардировкам со стороны Израиля и Америки. И это прискорбно осознавать. Ведь только недавно мы говорили о том, что евреи и татары – родственники. И мы не отказываемся от этой идеи. Но мы видим, что происходит. Я считаю нужным и важным выразить слова поддержки в сторону иранских народов. Они не были нападающими, но являются теми, кто подвергся внезапной агрессии. Я считаю, что в 21 веке не должно быть такого, чтобы умирали мирные жители и дети. Мы понимаем, что идет борьба за власть и за нефть, но путь войны – это тупиковый путь. В психологии есть такое правило. Если вы не даете право на жизнь другому человеку, то и не оставляете право на свое существование в его глазах. В данной ситуации обязательно проведение мирных переговоров, диалога и проявление взаимной терпимости. Конечно, каждая сторона готова отстаивать свою позицию и аргументировать ее, но все же мое пожелание организаторам конфликта – это снижение степени агрессии и прекращение боевых действий. Великий иранский народ состоит из разных народов. Там проживают курды, белуджи, персы, армяне и тюрки. В первых рядах защитников великой страны находится корпус стражей исламской революции. Сокращенно это аббревиатура КСИР. И как выяснилось, в большинстве подразделений преобладающее большинство – это иранские азербайджанцы. Это люди, которые не испугались силы врага и вышли защищать родные земли. Мы выражаем огромную симпатию и поддержку иранским азербайджанцам. Я всегда с большим теплом и уважением относилась и отношусь к Америке и к Израилю. Израиль всегда для меня был воплощением силы и мудрости. Там живут невероятно мудрые и смелые люди, которые сейчас почему-то участвуют в непонятных войнах. И я не могу объяснить и понять, что происходит. Мы надеемся, что Израиль поймет, что в их руках ответственность за судьбу израильского государства. В то же время я считаю неправильным в современном мире наличие религиозных форм правления государством, таких как в Иране. Тем более открыто угрожающим истреблением и уничтожением Израиля. Мы верим в цивилизованное будущее Ирана. Я считаю, что при всем уважении к религии она должна идти своей отдельной ветвью, а параллельно с этим должны развиваться инновации и технологии. Только так возможно будет поддержать гармонию. Иран, как и Россия, более 40 лет находился в экономической блокаде. Но он выдержал ее, так же, как и мы сделали однажды это в России. Татары и иранцы – родственники. Так же, как в свою очередь, евреи и татары – древние братья друг для друга. Так же, как в свою очередь, североамериканские индейцы – это родственники для татар. Наверняка многие из них служат в подразделениях США. А раз мы родственники, это значит, что мы придем к общему мирному соглашению. На канале обязательно выйдет видеоролик о том, почему Иран и азербайджанцы – это братья для татар. Мы очень надеемся и верим в то, что мир и разум восторжествуют и начнутся мирные переговоры. Друзья, но мы продолжаем изучать прекрасный татарский язык. Для всех начинающих доступен к приобретению мой видеокурс «Татарский язык с нуля». Занимаясь по нему дома всего 5 минут в день самостоятельно, вы ставите базу татарского языка, а значит, готовы к новым коммуникациям, пониманию и общению. Если вам нужна реальная живая практика и общение в
в коллективе, приглашаю вас на индивидуальные или групповые занятия. А также каждое воскресенье в 10:00 по московскому времени мы встречаемся в нашем языковом клубе и говорим на татарском языке на самые разные темы. Друзья, пишите ваше мнение в комментариях. Фарзда умышлар. Всем удачи!